Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Сегодня в нашем выпуске мы поговорим о такой важной теме, как социальное сиротство. Расскажем о приемной семье Слепцовых из Верхоянского улуса. Ну а начнем мы нашу передачу с рубрики «Ищу семью». Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 11 лет. Я закончила 5 класс без троек. Люблю заниматься, делать поделки, вышивать, крючком вязать, спицами. Мой любимый предмет в школе – математика. Алена, а какие твои любимые животные есть? Да. Какие? Собака и кошка. Собака и кошка. Ты бы хотела иметь собаку? Да. А какой породы? Овчарку или хаску. Наверное, думаешь, кем ты станешь? Когда Воспитателем. Воспитателем в детском садике? Да, или у младших детей в детском доме. А почему воспитателем? Потому что мне нравится работать с маленькими детьми. А маленькие дети, они какие, расскажи? Они веселые, смешные. Но бывают иногда капризные. Мчится время полным ходом, но у нас в стране родной не ушли в забвение годы, что отмечены войной. На уроке в 1 классе тихо шепчут малыши: год победы, помнишь, Вася? 45-й запиши. 41-й, 45-й учит наша детвора, а для бывшего солдата это вроде как вчера. У Алены есть младший брат Миша. Ему 7 лет. Детям очень нужна семья. Нам всегда приятно узнавать, что дети, показанные в нашей передаче, обретают семьи. Одни из них – сестры Аня и Эльвира. Четырехлетняя Эльвира и трехлетняя Аня, родные сестренки, находились в одном из учреждений и очень нуждались в семье. И вот это случилось. Приемная мама Полина Константиновна, увидев девочек, сразу приняла решение взять их в свою семью. Огромная благодарность сотрудникам учреждения, которые приложили все усилия для скорейшей встречи девочек с приемной мамой. Здравствуйте. У Полины Константиновны 3 родных детей и 2 приемных. Теперь в их семье прибавились еще 2 девочки. Полина Константиновна, скажите ваши впечатления о встрече с девочками. Вот девочек я, база данных якутские, первый раз мне показали. Они мне сразу понравились. И я взяла допуск и приехала к ним сразу навстречу, в тот же день. И наша первая встреча прошла очень хорошо. Анечка села у меня на коленях и сидела до конца. Элечка, как большая, старшая, она на меня смотрела оценивающе, долго-долго смотрела, потом подошла. Потом мы телефоном играли, долго разговаривали, они мне стихи читали, оба. Анечка, Эльвирка очень хорошо читают стихи, наизусть знают. Вот они мне это показали, и несколько раз я приезжала. 2-го летим домой. Мы очень рады, что наши девочки наконец-то ушли в семью. Будем надеяться, что они будут счастливы, вырастут большими, здоровыми. И ждем в гости. Мы желаем всем детям, показанным в нашей передаче, обрести свои семьи. Большая часть детей, находящихся в детских домах, социальные сироты. О причинах этого явления в интервью с начальником отдела опеки и попечительства окружной администрации Якутска Людмилой Григорьевной Танцура и главным специалистом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Управления социальной защиты города Якутска Ольгой Ильиничной Тимофеевой. Первая причина – это социальная незащищенность семей.
Что такое социальная незащищенность? Это то, что у нас порой семьи, они не могут содержать на свою зарплату, которую они получают, своих детей. Но не секрет, что у нас в городе, вот мы сталкиваемся даже, люди получают 15-20 тысяч, 25 тысяч. Можно на эти деньги прожить одной, воспитывать детей, одеть, обуть, отправить в школу. Это первое. Второе – алкоголизация общества. У нас идет очень сильная алкоголизация общества. Третья причина – это осужденность совершения преступления родителями в пьяном виде, в трезвом виде, когда, извините, один родитель наносит ножевые ранения второму родителю, или убивает его, или совершает кражи. Опять же, кражи тоже разного характера бывают. Бывает такое, что продукты питания воруют, но бывают разные вещи. Следующая причина – это, наверное, сказать, здоровье наших родителей. Мам, пап. Потому что очень много сейчас хронических заболеваний, очень много психических заболеваний, по которым родители вынуждены мы назначать опеку, передавать родственникам на воспитание по состоянию здоровья родителей, по инвалидности, по хроническим заболеваниям, по психическим заболеваниям. Тот же туберкулез, открытые формы, там разные. Вот, поэтому вот такие основные причины именно роста социального сиротства. По мнению Ольги Тимофеевой, корень этой проблемы в семье, в неправильном подходе родителей к воспитанию. Как и везде, у нас причиной социального сиротства является ненадлежащее содержание воспитания в семье бабушками, дедушками, родителей, которые вот сейчас стали в ту категорию, которая называется лишенные родительских прав. То есть, как и везде, это наркомания, это алкоголизм, это девиальное поведение родителей, к сожалению. Ну и есть такая категория, которая в очень минимальном таком количестве, как неподготовленные родители. Неподготовленные быть родителем. Да, есть и такие товарищи, которые отказываются от своих детей. Оставляют в роддомах, оставляют в детских домах. Ну и те дети, которые, к сожалению, вышедшие из детских домов и интернатов, которым просто физически и экономически невозможно содержать и воспитать своих детей. Такие моменты, такие родители у нас тоже есть. Герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Слепцовых из Верхоянского района. Семья с активной жизненной позицией, своим примером подтверждающая необходимость развития Института приемных семей. 7 марта в торжественной обстановке глава республики Егор Борисов вручил ключи от автомобиля приемной семье Людмилы и Александра Слепцовых из Верхоянского района. В семье Людмилы Дмитриевны и Александра Христофоровича воспитываются 6 родных и 9 приемных детей. В нашей семье стаж 34 года. И у нас общих своих детей 6, 3 сына и 3 дочери. А с 2012 года, с 1 сентября, да, мы стали приемной семьей. Нам, наша улусная опека, да, предложила детей взять. Но есть такая программа, они сказали нам, что можно воспитывать детей приемных. И вот мы подумали и со старшими переговорили, они были согласны, наши все дети, да, на ура. И мы взяли детей на воспитание. Сперва мы взяли 5 детей, а вот потом еще одного взяли, потом еще 3 взяли. Вот всего у нас, как приемная семья, у нас 9 детей. А из 9 детей приемных у нас уже старший сын уже закончил школу, вот поэтому летом он поступил в Дамский техникум, сейчас учится, студент 1-го курса, учится на автомеханика. И свои сыновья тоже, 2 сыновей тоже студенты, а старшие уже старшие, дочери уже закончили школу, уже работают, у нас 3 внуков. И вот так живем. Александр Христофорович,
Ну, сегодня вы получили ключи от машины, саму машину, да, как я понимаю. Ну, довольны ли вы вообще поддержкой от государства? И, может быть, есть что-то, чего не хватает приемным семьям, вы хотели бы пожелать? Мы очень довольны, что нас этот многодетный поддерживает. Это очень хорошо. Ну, я за это благодарен. Большое спасибо всем. Еще получили же мы в 2013 году, как мы стали приемной семьей, да? Год спустя уже получили еще, мы участвовали в конкурсе. И мы стали лучшая семья Арктики и получили снегоход «Буран». Вот он сейчас, для нас тоже самый необходимый транспорт вот зимой, да? И лед, и дрова, и сено тоже на нем возим. Вот. А теперь еще автомашину вот получили. Так что мы без внимания не остаемся, нас всегда вот. Но мы стараемся тоже участвовать во всех мероприятиях. Людмила Дмитриевна, как вы считаете, нужны ли приемные семьи? Насколько они важны? Я думаю, этот вопрос очень важен, да, и я думаю, это очень даже нужное дело, я думаю. Мы всегда вот, мы тоже общаемся с приемными семьями, да, мы участвовали уже в 3 форумах, семья «Наш теплый дом», да. Вот мы всегда там встречались с приемной семьей, и всегда каждая семья говорит, что это очень нужное дело, да. Дети, когда вырастают в семьях, они же больше же приспособлены, да, к таким, да, и в плане бытового, и в плане этого морального какого-то, да, общения. Ну, каждому же человеку, наверное, важно, чтобы кто-то в них нуждался, да, чтобы когда рядом мама, папа, да, ну, родные, близкие, это всегда же понятно человеку, да, конечно. Поддержка какая-то есть рядом. И больше достигают они в жизни, я думаю. И мы тоже надеемся, что наши дети такими вырастут и будут нас радовать еще много-много раз, да, и будем мы счастливы, конечно, со своими детьми. Встреча с Людмилой Дмитриевной и Александром Христофоровичем показала высокое значение приемных семей и необходимость их пропаганды. Благодаря поддержке местной администрации и вниманию со стороны руководства республики, семья крепко стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее. Мы искренне желаем Людмиле Дмитриевне и Александру Христофоровичу семейного благополучия и любви. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.